وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. 13 долгих лет на чужбине не сломили сильный дух ингушского народа, не потеряли своего достоинства, сохранили в тяжелое время надежду на будущее. С этими словами обратился к собравшимся глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Руководитель субъекта отметил, насколько значим этот день для всего ингушского народа. По его словам, мудрость, терпение и сила духа, вера в торжество справедливости помогли нам не только выстоять, но и вернуться на родную землю. Уважаемые соотечественники, Таган каждый год приходится с комом в горле начинать о чем-то говорить, переосмысливать прожитую жизнь, вспоминать те рассказы, которые нам говорили наши деды, наши тети, дяди. Это самая сильная боль, которая, наверное, останется в поколениях. Трагическая боль. Я сегодня очень рад видеть старших, наших уважаемых людей здесь. Хорошо, что вы нашли время, пришли. Но каждый из нас есть воспоминания. Я из рассказов своих родных, близких, других наших земляков знаю. У меня хорошие отношения в Уральске, Казахской ССР. Я там учился, у меня был однокурсник, казах. Я выезжал туда, и я находил тех стариков, уже казахов, у которых в семьях жили ингуши, чеченцы и другие народы. Люди были сплоченные. Цан болх борёх, косок вале ахе, цан хамюр, даяте ламуздур. И вот эта сила в нашем ингушском народе, конкретно если говорить, что мы не забыли язык свой. Наоборот, усовершенствуем его и улучшать будем. Мы не забыли свои обычаи и традиции. С нас никак, мы так глубоко ингуши корнями в земле, что мы останемся ими на века, пока мы живы и здоровы. Люди трудились, они старались накормить детей, выучить их. И были случаи, когда даже при высылке, как мне рассказывала тетя, что к ним домой те же наши солдаты приходили, и некоторые просто предупреждали и говорили, чтобы они что-то побольше взяли с собой, еды, одежды. То есть тот цинизм, что это произошло 23 февраля, что в это же время наши отцы, братья, деды, более 20 тысяч человек находились тогда на фронтах. Из них более 6 тысяч погибло. И, конечно, офицерам, солдатам, которые находились в окопах, погибали, было сложно даже допустить мысль, чтобы так с их родными поступили. Поэтому они мужественно выдержали и это. Поэтому, когда говорят период тот, и калмыки, поволжские немцы, татары и другие народы, но каждый выжил. Мы вернулись, и нам надо жить дальше. Жить дальше лучше. Жить дальше, не забывая никогда, что с нашим народом произошло. Помня все, что произошло, мы не должны допустить больше этого никогда. Своим созидательным трудом, своей ответственностью перед соседом,
перед улицей, перед станицей своей, селом, городом, республикой. Мы же знаем, что такое хорошо и плохо. Не допускать плохого, чтобы мы двигались. Вот то, вай эсделди бартвай выхули, амхудац, дигдермайка. Мне было 4 месяца, когда меня оттуда вернули. То есть по рассказам только знаю. Дабянчан дал рядом бол, дал геш дол царя. Тахана войник хаица, ниссы, дадаг низ лолбайн. Баркалалча. Несмотря на все тяготы, ингуши, как и другие репрессированные народы, не исчезли и не сошлись с исторической арены после 1944 года, не пали духом, не обозлились. Наоборот, это стало стимулом еще сильнее сплотиться, отметил член Совета Федерации Мухарбек Барахоев. Сегодня мы отмечаем очередную годовщину депортации нашего народа. Нельзя не отметить то мужество, стойкость, которое проявили наши предки, находясь на чужбине. Именно сплоченность, именно помощь друг другу и вера и надежда, что они вернутся в родные края. И безграничная любовь к своей земле стали теми фактами, которые позволили не только вынести вот всю ту тяжесть трагедии, но и вернуться в свою землю, развивать эту землю. Я очень рад, что мы являемся потомками наших стойких предков, что дух нашего народа всегда сохраняется, независимо от того, насколько тяжело и грустно. Выразить слова поддержки приехали и гости из соседних республик. Их народы также были депортированы 76 лет назад. Они отметили, что нас связывают и не только те трагические события, но и вековые братские отношения. Сегодня этот трагичный день для индусского народа. Я хотел бы передать слова скорби к ингушскому народу от карачаевского народа. Поверьте, сердце любого карачаевца сопереживает с вами по любому вопросу. Нам близки и понятна ваша боль, ваша горечь, ваши проблемы. И по-другому быть не может, ибо в течение долгих веков совместного проживания история не знает ни одного случая, когда были бы какие-то конфликтные ситуации между ингушами и карачаевцами. Несмотря на те невзгоды, которые пришлось пережить ингушскому народу за 13 лет пребывания на чужбине, он выстоял, не сломался духом, не озлобился, сохранил язык и культуру, свои вековые обычаи и традиции и вернулся на родную землю. Судьбу ингушского народа, горечь депортации с ингушским народом разделили многие народы бывшего Советского Союза. Это наша общая историческая память и общая боль. Сегодня, отдавая дань памяти оставшимся на чужбине, тем, кто испытал всю тяжесть и боль изгнания, извлекая уроки из трагического прошлого, мы должны быть нацелены на духовно-нравственное воспитание нашей молодежи, социальное и экономическое развитие Республики Ингушетии в составе нашей большой Родины России. У стариков перед глазами до сих пор отчетливо проносятся те годы, и воспоминания не отпускают. Они отмечают, в сердце каждого ингуша, независимо от пола и возраста, горит невидимый огонь любви к стране отцов. Именно эти неугасаемые искры надежды и веры в справедливость не раз помогали нам выстоять. Старейшины не забывают подчеркнуть важную истину. Только в единстве наша сила. Они благодарят гостей из соседних регионов за их участие в этом памятном мероприятии. Хотелось бы сказать на русском языке и отблагодарить всех тех, которые присутствуют сегодня в соседних республик, которые такое же участие приняли вместе с нами при высылке. Я хочу их отблагодарить за то, что они душевно болеют и всегда с нами, и были с нами, и будут с нами. Мы должны взаимно уважать друг друга, любить друг друга, сотрудничать, оказывать помощь, как оказывали эту помощь в Казахстане. Делились последним куском хлеба и за счет твердости, уверенности, убежденности и уверенности, что вернуться на родину, выдержали этот натиск. И сегодня здесь среди нас. Большой привет и салам всем республикам, участвующим в нашей делегации. دق خلونا أي شيء سوى طبعا كار دق تكبسب
سبعك أول بدأ غير دا بوه بوب ماشي بولش بطبولش يجري دا واشا دا قلدوت بكت دوت وي ودا ديش واشا بيري وشلوي دا ودا يبط دوبل دا قستوين دا قدوش يا حكمش هيك من بطبول دا قلبوب ماشي يلبش ويدين وانا يقون أخشل دولش خلرا دين الدولش خلرا حنر دولش خلرا إيمان دولش خلرا أزموت تقلقلين أزموت تقلقلين أسخلو أزبال سقطو لقلين دقنا إيربيان بالي دقنا دعبين بالي عبال غج نياقا بيم تابو غج بيم تيجيش بيم هاتا أسخلو لقلين يخطأ بيرزا ويقا من غلق تدو أديتش ويقا من وامل يتسيولتش ويقا من موت بتسبولتش اقرش عادر لا إله إلا الله يا غج دولش دول دين كرت سدالتش ازدري قدحش يخطأ بيحكا أهمتي ويقا دعهو دعدول دياد ويقا من داجي نوانوجي. Отдать дань памяти погибшим в годы депортации на мемориале собрались тысячи людей. Трагическая история народа собрана здесь под открытым небом. Многочисленные экспонаты, высеченные на плитах имена достойно прошедших удары судьбы, как свидетельство непоколебимого духа наших предков. Одна из самых душераздирающих экспозиций на мемориале памяти и славы – паровоз и вагон-теплушка. Это точные копии поездов, на которых насильно депортировали наших предков в феврале 1944-го. А по бокам установлены два монумента, символизирующие даты высылки и возвращения ингушей на родину. Внутри воспроизведен интерьер с вещами и обстановкой того времени. Каждого, кто переступает порог вагона, охватывает трепет. В таких условиях они добирались до конечной станции 21 день. Тысячи не выдержали этой поездки в никуда. Большинство не успели взять с собой ни теплой одежды, ни еду. 52 год, 53 я уже сундак дождь, хожу с дороги. خلو این هنزم پارست به هم نخ شهر республики و این تغییرسته بار تغییر واشقی تجت ادول تماز ودوه ولی نه هنزا بخکاب شهر республики دل کرده داری دل پاراتو یعنی وین هنز دل تال مدل دیر. Очевидцев депортации с каждым годом становится меньше. Каждый раз, вспоминая эти события, бередят себе раны, которые даже спустя 76 лет не заживают. Нет ни одной семьи, которая не пережила потерю родных. Махти Султыгову было 11, когда их погрузили в вагоны. В таких условиях, вспоминает дедушка, тяжело было соблюдать нормы менталитета. Однако даже в этом положении ингуши стойко держались, не бросали друг друга в беде, делились последним. أدمج فدوريالش مسل خلوش ميري ناخك أربان إيش في ديزلنا سادية أرسوال إيش ده في ديزل ساعي في بلي دوالر целые семьями погибали от голода. Вот из мометики нисельч из метик إيش волжвал лалху варсавали сунах арабяхи إيش حنيخنا آن إيش به بل عبيشة بادر بفنيخ ديش خاندين هم شيء وجالي تيك مسو أدم حواش ديال شيء قليوش شيء قليوش كسوك ميق خير كوارت ولا شيء جه إيش دايه دالي إيش حدين ويا حميت وقت ويا سند إيش دو سشو دولتي نو وصل دي حنيس ولتي إيش حميت موالور. Их отношение к ценности жизни и умение преодолевать тягости, как наглядный пример для нынешнего поколения. На мемориале сегодня много юных жителей, которые хорошо знают о печальных страницах в истории народа со слов дедов и прадедов. تخن كدبر بوحق بال بحونا حميقة تئحتا تشرتاز الدحونا حقش بينري شواغ قدحونا حتصاري غيال خلح فنان داغستي وش جالقرخ بيخلح فنان داغستي مواصر شامرته محق غباخا قز نزته سبره بحتشه حتصاري غيال خلح فنان داغستي وش جالقرخ بيخلح فنان داغستي
Разлуку с родиной вместе с ингушами в 40-х испытали еще 8 депортированных кавказских народов. Разделить с нашим народом траурный день и вспомнить погибших приехали гости с Хасавюрта, родители с детьми. Приказ простой, чтобы сломали волю, так, чтобы содрогнулся небосвод. Но выстоял, хлебнул немало горя. Кавказский удивительный народ. Холодный север степи Казахстана не истребили человечьей доброты. Выживали смело и упрямо, на зло проделкам красной золоты. Я благодарен то, что есть на свете. Понятие такое, как в войнах. Несут его достойно ваши дети, дай помощь жизни им Аллах. Холод этого дня, конечно, не сравнится с тем февральским морозом, рассказывают очевидцы. Сегодня здесь много туристов, которые слышали о депортации, но не знали многих деталей. Ингуши с болью в душе, но с огромной гордостью за предков делятся историями очевидцев. Каждая по-своему удивительно, трогательно и трагично. خدا او سبرا ابغى وامر شين تح بجن دري يا تح او كرور تربخي قاتشز بجن تعدير سنه جالجي. Несмотря на бесконечные потери, ингуши никогда не теряли веру и надежду, что придет тот день, когда они вновь воссоединятся с Ингушетией, вступят на родные земли, надышатся живительным воздухом. Это случилось в 1957 году, спустя 13 лет испытаний. В память об ингушах, которые на своих машинах перевозили земляков из Казахстана, на мемориале установлен автомобиль ГАЗ-20М «Победа». Из любых ситуаций ингуши выйдут. Никто не сломает нас. Дух наш не сломает никто. Мы духом крепкий народ. Поэтому мы жили. И выживем. И молодежи того желаю, чтобы никогда не сломались. Что бы ни было. Ингуш должен всегда быть ингушом. В самые тяжелые времена народ показал себя образцом мудрости, терпения и силы духа. Тяжелая ноша выпала не только на репрессированных, но и на долю участников Великой Отечественной. Много храбрых ингушских сыновей легли на полях сражений, так и не воссоединившись с родными или даже не зная о депортации. Сегодня, 23 февраля 2020 года, мы живем под мирным небом. У нас есть своя республика, язык, традиции, культура. Наши предки тоже мечтали о хорошей жизни, но тысячи покинули мир, будучи молодыми, полными сил и надежд, так и не обретя спокойствия. Однако сделали все возможное для нашей благополучной жизни. И долг каждого из нас помнить, какой ценой им это далось. Диана Дударова, Светлана Томова, Майербек Межоев, Джамалил Тамасханов. Новости 24.